Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши новости сегодня. Они наконец-то вернулись домой. Никто не знал, как все будет. Почему сегодня из Китая в Казань прилетели не все татарстанские туристы и когда собираются возвращать остальных, выяснял Сергей Хайдаров. Цена и качество в вопросах и ответах. Вчера он перевозил бензин, а сегодня поехал за дизельным топливом. Что происходит с бензином, узнал Дмитрий Аренин. 3 месяца без электричества. Увидела, что они занимаются мошенничеством. К чему привел конфликт с ТСЖ, выясняла Анна Городнова. Налоги в их руках. Это же уже не миллионы мы зарабатываем. В Татарстане ждут внедрения налога для самозанятых. Кого он затронет и легко ли будет к нему привыкнуть? Об этом Рамиль Шайдуллин. Они возвращаются домой спустя 4 суток ожиданий. 2 часа назад в аэропорту Казани приземлился первый самолет с татарстанскими туристами, которые застряли на острове Хайнань. На борту 373 человека, каждый 4-й ребенок. Так завершается эпопея с нашумевшей ситуацией с задолженностью туроператора «Жемчужная река». Оператор не заплатил авиакомпании, вылеты были прекращены. Сергей Хайдаров встретил тех, кто запомнит этот отпуск надолго. Рейс Хайкоу-Казань стал долгожданным не только для жителей республики, которые долгое время не могли вылететь из Китая и вернуться домой к себе в Казань, но и для людей, которые их ожидали здесь, у нас в столице республики. И успели мы до прилета еще пообщаться с представителем комитета по туризму в Республике Татарстан, который сообщил, что вместе с татарстанцами на борту будут представители Кировской области и Республики Марий-Эл. И не все татарстанцы, к сожалению, сегодня прибудут в Казань. Еще по меньшей мере 100 человек ожидает своего вылета из Китая. Сегодня из города Хайкоу в Казань возвращаются 373 человека. Это 325 взрослых пассажиров, 44 ребенка и 4 младенца. На сегодняшний момент в Китае на острове Хайнань остаются еще порядка 200 пассажиров, вылетевших из города Казани, отпуск которых еще продолжается. Что за встреча? Даже оказавшись здесь, в казанском аэропорту, не все пассажиры из Китая стремятся быстро уехать домой. Вы видите, как они продолжают еще прибывать сюда, в аэропорт Казани. Эмоции самые живые. Кто-то невероятно счастлив оказаться наконец-то дома, но некоторые закрывают лицо капюшонами и руками, лишь бы не общаться с журналистами. То, что, может быть, там говорят, что у нас там было ужасно, я могу сказать, не настолько ужасно. Было нормально. Нас кормили, у нас была гостиница. Самое главное, мы на плитках не ночевали. Завтрак положен. Вчера у нас даже был ужин. Из гостиницы их не выгнали. То есть гостиницу оплатили, в аэропорту они не бедствовали, то есть они сидели сутками. Все как-то так ровненько. Единственное время, у кого были какие-то там деньги, средства, они просто продлили себе отпуск, и все. Если вот эти организации не могут, не надо нас туда посылать. Особенно с маленькими, с детьми. Я каждый год езжу, но такой бардак, для меня это дикость было. У нас даже одна женщина, стресс был, 2 дня болела. Сегодня ее увезли на скорой. Как стало известно, в отношении туроператора, из-за которого татарстанские туристы не могли вернуться к себе домой, уже возбуждено уголовное дело. Сейчас Следственный комитет собирает всю необходимую доказательную базу. Сегодня также нам в комитете по туризму в Республике Татарстан сообщили, что уже в ближайшие дни оставшиеся туристы, оставшиеся 100 татарстанцев смогут вернуться в Казань. Сделают это они до 14 декабря. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. К другим темам. Сегодня в Москве завершились Дни Татарстана. Они прошли в Совете Федерации. Народные танцы, свежий чак-чак в обязательной программе. Но главное – обсуждение и решение проблемных вопросов с помощью федерального законодателя. Подробности у Дины Газалиевой. Сегодня в Совете Федерации заговорили на татарском языке. В Верхней палате российского парламента проходят Дни Республики Татарстан впервые и сразу с таким масштабом. Вниманию законодателей представлены не только национальные танцы и угощения, но еще и республиканские проекты, а также проблемы, помощь в решении которых республика ждет от Совета Федерации.
Пока внизу в холле играла татарская музыка, на 6-м этаже в кабинете председателя Совета Федерации шла беседа в узком составе. Хозяева и гости договорились подробно обсудить весь перечень пожеланий Татарстана по реализации проектов. Ряд из них в виртуальном виде этажом ниже представили на выставке. Сердечно поздравляю вас с 25-летием Конституции России и учреждения Совета Федерации. Система «Народный контроль», сохранение госархивов и другие республиканские разработки в цифровизации. Красочные стенды, которые в кулуарах Верхней палаты парламента назвали даже футуристическими, с интересом осматривали законодатели. Для привлечения инвестиций необходимо... Детальнее о развитии республики речь зашла уже в рамках часа субъекта на пленарном заседании. Татарстанские руководители рассказали сенаторам о том, что сейчас происходит в развитии региона и что в планах на будущее, в том числе законодательное. Одним из важных условий реализации стратегии 2030 является международный контекст. В условиях закрутки санкционной спирали в межгосударственных отношениях новые возможности видим в реализации регионального измерения внешних связей. Кто-то с ревностью смотрит, как развивается Татарстан. Кто-то считает, что вам манна с неба сыпется. Но большинство, конечно, приезжают к вам учиться. Целый десант специалистов, приехавший на эти дни Татарстана в Москве, к услугам всех интересующихся жизнью республики, готовы ответить на любой вопрос и угостить традиционным сладким чак-чаком. А Татарстан, в свою очередь, ждет от Совета Федерации поддержки ряда проектов, в том числе по линии строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Есть большие крупные проекты, где законодательно нас надо поддержать, финансово нас надо поддержать. Вот по итогам нашей работы есть итоговый документ, где все эти наши просьбы учтены. Завершились дни Татарстана в Совете Федерации вручением наград Рустаму Минниханову и Фариду Мухамедшину и подписанием соглашения между газетами «Республика Татарстан» и парламентской газетой. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. И сегодня президент Татарстана принял участие в деловом завтраке клуба лидеров конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату». Представители власти, бизнеса, общественных и деловых организаций обсуждали существующие проблемы деловых сообществ в субъектах России. Рустам Минниханов стал одним из спикеров. В частности, он отметил необходимость создания инфраструктуры для развития бизнеса и рассказал об опыте Татарстана. У нас работает совет по предпринимательству. Нам важно понимать, какие... У нас тоже есть совет по предпринимательству, который я возглавляю. Мы разные формы пытались, там, авторитетных этих, вот там, президиум. Еще не получается. Мы берем несколько вопросов, там, 4-5 вопросов, и в течение 3 месяцев создаем группы, вот, и эти группы готовят эти вопросы. Там. Мы собираемся, федералы, все. Некоторые вопросы на уровне республики решаются вместе с нашими территориальными федеральными структурами. Те, которые не решаются, мы уже выходим на федеральный уровень. До конца этого года в Татарстане цены на бензин повышаться не будут, а в начале следующего ценник поднимется незначительно. Сегодня в Доме правительства рассказали о состоянии республиканского рынка топлива. Главные тенденции года: по качеству нареканий мало, а вот цены подскочили так, как не было уже 10 лет. В чем причины, узнавал Дмитрий Аринин. Если обрисовать общую картину топливного рынка Татарстана, то можно отметить следующее. Ежегодно различных видов топлива в республике производится более 4 миллионов тонн, а потребляется 2,5 миллиона. При этом по бензину дефицит. Чтобы покрыть его потребность почти 600 тысяч тонн, приходится завозить из других регионов. Как объясняют специалисты, из-за привозного бензина зачастую страдает качество топлива на заправках республики. В этом году сотрудники профильного управления выявили 69 случаев несоответствия ГОСТу. В основном дело было на частных АЗС. Завозится со стороны. Вот все те порча качества моторных топлив происходит при их перевозке и при перевалках. Вот, допустим, температура вспышки почему получается. Вчера он перевозил бензин, а сегодня поехал за дизельным топливом. И там был остаток, и вот температура вспышки в большей степени получается из-за таких. Отзываясь о бензине, казанцы говорят, если нарекания и возникают, то не по поводу качества, а цены. Качеством доволен, ценой нет. Не было, что вы там заправились, машина ломается? Или... Нет, такого не было ни разу. Я просто заправляюсь, нормальная заправка. Качество нормальное. А с ценами что? Что цены дороговаты, конечно.
только весной этого года цена на бензин трижды брала новую высоту. Стоимость всех марок подорожала примерно на 3 рубля. Такого роста не было 10 лет. В итоге ситуацию удалось стабилизировать. Таких скачков пока не прогнозируют. Оказалось, что наши компании, производящие моторное топливо, не в достаточном количестве давали для внутреннего рынка топлива, и создавался дефицит, и значительная часть уходила на экспорт. На АЗС изменений не будет до конца года. В январе, согласно положению протокола, цены могут быть повышены на 1,7%. И как добавляют в январе, бензин может подорожать на 1,5%, а в дальнейшем по планам его стоимость должна увеличиваться в пределах инфляции. Дмитрий Айрин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Хотите сэкономить, пользуйтесь метро. Сегодня здесь завершили внедрение системы по бесконтактным платежам. Чтобы пройти через турникет, теперь достаточно приложить смартфон, умные часы или банковскую карту с PayPass. При такой оплате стоимость проезда дешевле. Как пользоваться системой и где еще появятся бесконтактные платежи, расскажет Салават Мухаммадуллин. Кассы и терминалы для покупки жетонов пустуют и уходят в прошлое. Теперь оплатить проезд метро можно с помощью смартфона. Секунда, и турникет разблокирован, проход разрешен. Вместо смартфона можно использовать и умные часы. Главное, чтобы они были привязаны к банковской карте с функцией PayPass. Распознать ее можно по такому логотипу. Это современно, это удобно и это дешево. Следует отметить, что проезд по безналу у нас дешевле на 2 рубля. И это необходимо знать пассажирам, когда они подходят к оплате проезда и пользуются всеми нынешними услугами. Бесконтактные платежи в казанском метро начали вводить с 2016 года. Сегодня внедрение системы завершили. За это время у нее появились постоянные пользователи. Сейчас банковскими картами оплачивается 15% всех поездок. Очень удобная функция. Когда, например, крупная сумма, не хочется, чтобы мелочью сдачи давали, просто приходишь. Тем более скидка еще есть. Сэкономишь 2 рубля, все равно экономится, если в месяц. Функция, честно говоря, она очень удобная. В том плане, то, что не надо в очереди стоять за жетонами, там, это просто приложил сразу телефон и все, и пошел как бы. Удобно, потому что карта всегда с собой, а мелочь не приходится таскать с собой. Если внедрение системы бесконтактных платежей в метро завершено, то на надземном транспорте этот процесс в самом разгаре. Уже в следующем году оплатить проезд по банковской карте можно будет на большинстве пригородных маршрутов. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Требовала перерасчета и стала должником. Жительница Казани, пенсионер-инвалид 3-й группы, уже 3 месяца живет без электричества. Свет отключили за коммунальные долги. Светлана Рыкунова уверяет, ее обсчитывают. Якобы в платежку приписали площадь балкона. Должна ли пенсионерка платить больше на 3 квадрата, разбиралась Анна Городнова. Вот так вешаю, вот, и делаю свои черные делишки. Купаюсь, стираюсь. 3 месяца на ощупь и с фонарями. Так инвалид 3-й группы Светлана Рыкунова передвигается по своей квартире. Хранит еду на балконе, заряжает телефон у соседей. Отключили свет за долги. В платежке за октябрь почти 43 тысячи рублей. Как она говорит, в ТСН приписали лишние квадратные метры. Он увеличил площадь на 3 квадратных метра. Не пересчитывает, вот. Не предоставляет доказательств, почему он это сделал. 3 квадрата – это площадь балкона. Помещение нежилое и неотапливаемое. Платить за него, говорит пенсионерка, она не должна. И оплачивает лишь часть платежки. Долг и пени растут. Вот эти вот суммы я выписываю сюда и прошу банковского работника распечатать. В ТСН уверяют, отключение света – мера вынужденная. Дали команду, прокуратура. Не выполняет, нет. На какую сумму? На такую? Сколько времени? Год с лишним. Отключить. Через суд мы отключили. И не будем включить. Она же не хочет платить. В Центре общественного контроля в сфере ЖКХ объясняют, отключить электричество жилищники имеют право, если нет оплаты больше 2 месяцев. А вот брать деньги за отопление балкона незаконно. В таком случае обязаны сделать перерасчет. Те действия, которые совершает председатель, они являются незаконными. Данный житель вправе обращаться в инстанции, то есть здесь уже можно подать в суд на неправомерное начисление и указанную площадь со стороны именно бухгалтера данного ТСЖ.
Балконы, лоджии и террасы, согласно жилищному кодексу, не входят в общую жилищную площадь. А значит, эти квадраты учитываться в счет-фактурах не должны, так же, как и в строке за содержание жилого помещения. А вот платить за капитальный ремонт все же придется. Здесь учитывается вся квадратура вашей квартиры. После звонка председателю ТСН нас заверили, перерасчет сделают. Для этого Светлана Михайловна должна принести справку. Она должна представить копию выписки с Росреестра, что у нее площадь 47 квадратных метров. Мне это будет основанием для того, чтобы я ей сделал перерасчет по площади. Я даже задним числом за 3 прошедших года, вот я имею право делать, я и перерасчитаю. А чтобы свет включили, долг нужно сначала погасить, говорят ТСН. Пенсионерка же отправила жалобу в прокуратуру. Ведь расплатиться сразу, хоть и есть надежда вернуть деньги потом, через суд, она не может. Анна Городнова, Рамзиль Гарипов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Войди в программу и спи спокойно. С 1 января в качестве российского пилотного проекта в 4 регионах начнут взимать налог для самозанятых. В списке есть и Татарстан, ставка 4%. Что важно знать, расскажет Рамиль Шайдулин. Шапки и украшения на заказ. Уже 2 года это основное ремесло Рузели Григорьевой. Она шьет их дома, пока сидит в декрете. Продает в соцсетях. Рузеля из тех, кого называют самозанятыми. Не миллионы мы зарабатываем, там небольшие деньги зарабатываем. Если еще и все будем налоги отдавать за материалы, вот это все, там уже, мне кажется, уже таких ручных работ уже не будет уже. Меньше, намного меньше их станет. Ставка 4%. Столько налога с каждой продажи самозанятые начнут уплачивать в налоговую службу. Часть из них пойдет на нужды региона, другая часть на будущее. Условно мы это называем 37/63. То есть большая часть, естественно, поступает в региональный бюджет, но при этом человек получает гарантии медицинского страхования. Им будет гарантирована социальная пенсия. Самозанятым предлагают отказаться полностью от бумаг, а с 1 января начать работать напрямую с мобильным приложением. Оно так и будет называться «Мой налог» и будет устанавливаться на компьютеры, планшеты или вот смартфоны. Причем налоговая обещает, что достаточно будет внести данные сюда, а не идти в ФНС. Подключившись к приложению, самозанятый выйдет из тени. Мы рассматриваем вопросы о обеспечении самозанятых заказами. Заказами физических лиц через площадки-агрегаторы, которые есть в республике, таких много. На федеральном уровне уже с ЮДУ провели переговоры, с Яндексом провели переговоры. Это право граждан действительно выйти из тени, начать предпринимательскую деятельность, которая позволит получать ипотеку, которая позволит брать кредиты на выгодных условиях, которые, в общем, в целом позволит начать большую свою собственную историю. А те, кто в бизнесе уже не 1-й год, выберут сами по старинке платить в миненку или тоже начать работать по новым правилам. Самозанятыми бизнесмены со стажем могут стать, если в год они зарабатывают не больше 2 400 000 рублей и не имеют людей по найму с трудовым договором. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Около 3000 случаев за 11 месяцев. Они предложили датчик за 16 000, но поскольку половина оплачивается газовой службой, то 8 000. За какие обещания казанцы готовы отдать последнее, узнавала Алия Хайрудинова. Если ушел под лед. Человек может просто потерять ориентацию, попасть в турбу и не добраться, замерзнуть просто. Как действует спасатель МЧС, увидела Юлия Муратова. Ситуацию с задолженностью по зарплате на предприятиях Поволжья обсудили сегодня по видеосвязи. В Казани совещание прошло с участием премьера Алексея Песошина и заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева. Озвучили список должников и оговорили условия банкротства работодателя. Снимут порчу, избавят от всех болезней, установят датчики дыма по самой низкой цене. О том, что мошенники легко входят в доверие, казанцам говорили не раз, но пока любителям легкой наживы удается обыграть доверчивых жителей. В этом году уже почти 3000 только зарегистрированных фактов мошенничества. Что заставляет отдать последнее, узнавала Алия Хайрудинова. Если к гадалкам казанцы уже привыкли и не верят пустым обещаниям, то тут же нашлось новое поле для деятельности мошенников. Главное оружие – напоры и мнимая законность. Родители Дениса Николаева попались на эту удочку. 2 мужчин представились из газконтроля. Они были одеты в спецодежду с надписями «Газконтроль», показали удостоверение, спросили, давно ли проверяли у них газовое оборудование.
После не за газовый, а, как оказалось, дымовой датчик отдали 3000 рублей. Попытки расторгнуть договор и вернуть деньги оказались тщетны. Им объяснили, что четко прописано, к покупке никого не принуждали. Однако буква закона найдется на каждый неверный шаг. Если уже сама сумма потраченная, то есть больше в несколько раз, то есть сумма рыночной стоимости, но здесь, в принципе, есть уже состав как такового мошенничества, в принципе. Вот здесь необходимо обратиться в правоохранительные органы. Обычно это превышение рыночной стоимости в 10 раз. Если меньше, дело рассмотрят в гражданско-правовом поле. А это расторжение договора и возврат суммы. Сложнее с интернет-покупками. Тут нет ни чеков, ни гарантий. Если на проверенных сайтах покупать, то не страшно. Качество тоже непонятно какое бывает. На картинках одно качество, а привозят и получается какое-то другое. Она сказала, не то вышло, не то прислали. Осторожнее нужно быть и с банковскими картами. Все, что выбито на них, персональные данные. И не верить СМС о якобы зачисленных платежах на телефон. Лучше 7 раз отмерить и 1 раз отрезать, а точнее 7 раз подумать, прежде чем открыть дверь мнимым доброжелателям, тем, кому действительно нужно дождутся, иначе же ждут хождения по мукам. Алия Хайрудинова, Александр Лобанов, Игорь Романов, ТНВ Казань. Спасатели Татарстана сегодня вызволяли из ледяного плена в Спасском районе 6 рыбаков. Их снегоход провалился под лед. Это уже второй подобный случай за несколько дней. Специально, чтобы предупредить подобное, сегодня в Зеленодольском районе прошли учения. Проверили сотрудники МЧС и толщину льда на переправе. Готова ли она принять первые машины, узнала Юлия Муратова. Что нужно делать, чтобы самостоятельно выбраться из полыньи? Транспорт ушел под лед или в полынье человек. Спасатели МЧС готовы к любым экстремальным ситуациям. Сегодня утром в Спасском районе 6 рыбаков на снегоходе провалились под лед. Их успели спасти. Спасатели сегодня вновь рассказывают, как нужно действовать в таких случаях. Необходимо схватиться за веревку. А так спасают тех, кто ушел под лед. Первое правило – пошли на рыбалку, не забудьте о безопасности. Для того, чтобы не попасть в такие ситуации, или если вы все-таки попали в такие ситуации, необходимо иметь с собой или спасательный жилет, или костюм, который не тонет в воде, поплавок. Обязательно, если вы вышли на незнакомый водоем, идти, прощупывая перед собой дорогой или палкой. Превысил скорость, столкнулся со встречным транспортом, занесло за пределы полосы и провалился под лед. Благо, это нереальная ситуация, ее смоделировали спасатели. Утопающих эвакуируют на берег, автомобиль фиксируют и вытягивают трактором. Это «Славир» или судно на воздушной подушке. Именно оно позволяет доставлять утопающих на берег. Оно выдерживает грузом до 1000 килограмм. И такой спецтехники в Татарстане всего 10. Сегодня ледовую переправу проверили на безопасность. Протяженность ее чуть более километра. Толщина льда 35 сантиметров. А значит, для легковых машин путь открыт. Теперь татарстанцы смогут сократить свой путь на другой берег на 70 километров. Юлия Муратова, Вадим Ларионов, ТНВ, Зеленодольский район. Стать рекордсменом предлагает Радио Рекорд для своих слушателей. Здесь подготовили предновогодний подарок. В торгово-развлекательном центре «Южный» начала работать открытая студия, в которой казанцы и гости города могут передать привет, поздравления и заказать любимые песни в прямом эфире. Поставить свой рекорд. Такой подарок в предновогодние дни дарит своим поклонникам Радио Рекорд. С 8 декабря по 23 декабря в торговом центре «Южный» открылась открытая студия «Пьера танцевальный». Рекордсмены, мы вас всех ждем с хорошим настроением, с подарками, с позитивом. Конечно же, вы лично сами можете передать приветы. 8 962 559 101 это наш номер WhatsApp. В открытой студии Радио Рекорд любой желающий может реализовать свои музыкальные желания, передать привет и пообщаться с любимыми ведущими. Каждый из вас может прийти и не только увидеть, как работает радио изнутри непосредственно, но и, конечно же, передать приветы лично в эфире Радио Рекорда. С 6 до 7 вечера мы ожидаем абсолютно всех. Так давно хотела именно увидеть диджеев, которые я слушаю каждый день в эфире, передать привет и поздравления, поэтому это просто фантастика. Все скорее сюда, это замечательное событие. Открытая студия ждет гостей в торгово-развлекательном центре «Южный» на 2-м этаже. Далее о погоде, после чего на ТНВ вызов 112. Ну а я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго.
Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В одном шаге от первой строчки конференции. Хоккеисты Акбарса завершили непростое выездное турне по маршруту Санкт-Петербург, Братислава, Рига. Начало встречи с рижским «Динамо» получилось неожиданным. Чаще по воротам Гарипова бросали хозяева, а шайбу забросил Владимир Ткачев. Но Рига не та команда, которая играла бы сложа руки на своей площадке. Усилиями капитана Лауриса Дарзинша «Динамо» счет сравняла. Самый лучший бомбардир казанского клуба Иржи Секач еще раз подтвердил свой статус забивающего форварда. Чех, которого вызвали в ряды национальной команды, оформил дубль, подарив Акбарсу очередную победу в гостях. Задачу минимум выполнили, впереди недельная пауза. Игроки отправятся в расположение своих сборных. Создавать момент надо, так партнеры хорошо играли сегодня, все старались, команда пласталась, победа по делу. Тем временем прославленная татарстанская спортсменка, тренер сборной республики по стендовой стрельбе Светлана Демина стала победительницей международного гран-при в Эмиратах. Демина показала лучший результат в ските, поразив 112 мишеней в квалификации. И еще 47 в финале, где опередила Ренату Насырову из Казахстана. Международный гран-при в Эль-Айне – турнир для стрелков-женщин, являющийся одним из 3 этапов женской серии соревнований. В прошлом году Демина стала второй на другом этапе серии, который был организован в Катаре. А лучшие корпоративные команды республики по мини-футболу готовятся к Новому году. Спортивный сезон завершится традиционным новогодним кубком. 16 лучших коллективов предприятий Татарстана выйдут на искусственный газон манежа центрального стадиона. Среди претендентов на титул футболисты нашей команды ТНВ. В активе игроков телекомпании не хватает только золотого кубка. Борьбу поведут сначала в группах, а дальше начнутся матчи за серебряный и золотой плей-офф. Кубок бизнес-лиги запланирован на воскресенье, 16 декабря. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В Татарстане установилась слабоморозная погода. Температуры довольно высокие для этого времени года. Более подробно после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Тонтана. Озанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Тантана – новый банкетный ресторан в Казани. Вкусные халяльные продукты и красиво украшенные залы. Банкетный ресторан Тантана – идеальное место для проведения национальных торжеств, никаха и юбилеев. Казань, Декабристов, дом 8. Телефон 292 11 11. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана по-прежнему облачно и снежно. Дневные температуры -6. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают облачную погоду, временами снег и 7 мороза. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске местами также со снегом и 8 градусов ниже нуля. Для северо-запада 12 декабря будет пасмурным, временами снег и также -8. На юго-западе, в Болгре, в Буинске, Дрожжаном -5, -7, местами снег. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше такая же погода, облачно, снежно и -7. И еще одна интересная информация. Спонсор прогноза погоды – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли, операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Дорогие жители Казани, в честь Дня Конституции потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только с 12 по 14 декабря действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55. Спонсор программы – потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу Казань, Чистопольская, 55. Телефон 239 17 36. В Казани ожидается облачная погода, временами снег. Дневные температуры -5, -7. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая – 90%. На дорогах местами гололедица, будьте предельно внимательны.
Медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться с проблемами позвоночника и суставов, без операций и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто.